Быть или не быть? Мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться. Так всех нас в трусов превращает мысль, и вянет, как цветок, решимость наша в бесплодии умственного тупика. Так погибают замыслы с размахом, вначале обещавшие успех, от долгих отлагательств. Стабильно тяжелая, стабильно напряженная обстановка. У вас все то же самое, что и было вот 2 месяца назад? Да, да, был некоторый спад, чуть был некоторый спад после Нового года, но так обстановка стабильно напряженная. На момент этих съемок в Бугульминском госпитале было 37 человек. Сложно сказать, наполовину полон или наполовину пуст этот госпиталь. Ведь количество пациентов давно не падает. Ну, по крайней мере, мы готовы к этому, что будет третья волна. Это не страшилки, это такой настрой всех медработников. Максимально здесь смогут разместить 65 человек. Такое уже бывало, и здесь готовы и к этому. Готовы еще и потому, что видят. Вирус прогрессирует, он становится все более тяжелым. Как и граждане становятся все более тяжелыми на подъем. Еще ни разу в этом году ни в одном из госпиталей республики мы не встретили привитого человека, что даже по теории вероятности должно было давно произойти. У вас в семье тоже были больные, есть? У меня муж сначала заболел, он тяжелый, лежит в реанимации. После него я заразилась, сюда попала. Сын заболел, он на больничном тоже, и все трое. И все трое не вакцинированы, конечно, да? Не успели. Я бы советовала лучше, конечно, привиться. Тут ходит на ногах пока, это пусть не думает, что это авось пройдет. Просто моя просьба, когда вы выйдете, все-таки надо людям говорить, что лучше привиться. Ребята, лучше привиться, чем вот оказаться на этой койке. Важно. Сейчас и это важно. Смиряться под ударами судьбы или надо оказать сопротивление. Здесь, как и всюду, у нас население обходится пока без гамлетовских терзаний. На весь Бугульминский район привитых всего 2600 человек. Это меньше 3% от всего населения. Врачи всегда были здоровее своих пациентов, но сегодня эта пропасть стала просто неприличной. Максимально привиты именно врачи. У каждого из нас 2 пути. Либо мы переболеваем, и тогда исход не ясен, либо мы прививаемся, и тогда у нас есть очевидные плюсы. Наверное, важно, чтобы у каждого человека где-то в уголках мозга отложилась информация о том и сигнал о том, что действительно это новая реальность, и с ней надо жить. Увы, но никакой сезонный спад никак не влияет на вашу личную судьбу при встрече с вирусом. И в группе риска по-прежнему абсолютно все мы, любого возраста. В Казани, где встречают нас события, госпиталь первой детской больницы отметил на этой неделе свой первый день рождения. Грустный праздник. Когда мы открывались в апреле, кто что не говорил, что мы поработаем до лета и потом все. Что к лету ковид закончится. А дети не болеют? Да, а потом к Новому году закончится. А потом там еще когда-то закончится. Но мы работаем, продолжаем. За год здесь приняли 800 детей. 800 детей с официально подтвержденным ковидом. Тех, кто переболел вне стен госпиталя, конечно, много больше. Он к нам поступил, ему было 2,5 недельки, правильно говорю? Состояние оценивалось как средне-тяжелое, то есть он не нуждался при этом в кислороде, но болел достаточно сильно. Обезвожен был мальчишка. Да, дети в основном болеют легко. Легко либо средне-тяжело. Но в отдельных случаях ковид для детей тоже опасен. Сейчас уже лучше, да. Первые дни он был совсем вообще такой. Вялый был, плакал постоянно вообще. Просто вот плакал. Температура, кашель, очень сильный был кашель. Здоровья тебе. Молодец, ты хорошо держишься. Британский штамм, который уже поселился в России, менее милосерден, чем ранее, именно к детям. Дети заражаются им с той же частотой, что и взрослые, и столь же эффективно передают вирус. Будет третья волна или не будет, но мы уже понимаем, что то там, то тут эпидемия по миру будет долго пылать очагами. Как обезопасить ребенка? Не подкидывать дров в этот костер, хотя бы в собственном семейном очаге. Так мы потушим и общий костер.
И это будет зависеть от, в том числе, степени вакцинации. То есть те страны, которые ставят перед собой амбициозные планы по вакцинации, возможно, там и будет какой-то низкий уровень, когда ковид можно будет считать, ну, если не решенной проблемой, то проблемой сведенной к минимуму. Похоже, мы не принадлежим к таким странам. Но вот пока по уровню вакцинации, конечно, мы не очень. Нетрудно понять человека, зачем что-то делать, если жизнь, кажется, и так вошла в привычную колею. Если открыты торговые центры, театры, кафе, открыто все без исключения, вплоть до органов дыхания любого соплеменника. Много шума из ничего. Так мыслят самые альтернативно одаренные из нас, идущие на врага с широко открытым забралом. Эта эпидемия, как и любая другая в человеческой истории, не породила общественный договор. Социум сплачивают лишь войны и стихийные бедствия. События же из области науки порождают лишь злость и недоверие между людьми. Сейчас ходить без маски, что бы мы ни говорили, что много людей без маски, это все равно неприлично. То же самое должно быть в отношении вакцинации. То есть ходить непривитым должно быть неприлично. Да, ты это твое право, ты решил вот так, но ты ведешь себя антиобщественно. «Что знает двое, знает и свинья», гласит пословица. Но наши граждане находят теории заговора и в эпидемиях, и в прививках, и в парковках даже. Вот это прилично, а почему нет? Это продолжается уже больше 5 лет. И, кажется, никому нет до этого дела. Государство ничего не может поделать. А люди скорее одобряют такое поведение. Ведь это фига властям, которые выдумали эти платные парковки, чтобы дань собирать с автовладельцев. Никто не заставит нас соблюдать ваши правила, как бы говорят нам эти анонимы. Ну, конечно, анонимы, ведь никто не оставит здесь свой номер телефона на своей машине. И более того, никто бы не сделал этого никогда, не убедившись, что все так делают. Вот посмотрите, сколько их здесь таких. И вот вам уже не кажется это неприличным. Более того, вы даже чувствуете себя героем. Ведь кому вы сделали плохо? Государству? Так ему и надо. И вы не понимаете, что на самом деле вот это все – это настоящее свинство, потому что вы оставляете машину на целый день, занимаете место, которое за этот день пригодилось бы 10 человеком. Но думать о других – это очень сложно, гораздо проще думать о себе. И самое страшное, что все это не осуждается обществом. Так погибают замыслы с размахом, вначале обещавшие успех. Идея, правильная идея доступности парковок в итоге не работает. Но что вам до этого? Вы другого мнения. Если никто не осуждает, то что тут неприличного? Именно поэтому мы ни в чем не побеждаем. У нас нет общественного договора, его не способны породить даже общие беды. Весь мир – театр, считает индивид, и никак не желает понять, что вот это не актеры. И мир этот не художественный. Он таков, какой есть. Но в реальность не хочется верить. Всем привет, это Настя. Сегодня я нахожусь в торговом центре Парк Хаус и буду пранковать людей, которые не носят маски. Обычным роликом из своего инстаграма обычный житель Казани Настя Дыхне пытается вернуть нас с вами в давно необычную реальность. Как просто все. Вот так судьба стучится в дверь. Перестали бояться, и все сняли маски. И вот этим видео я решила показать людям, что все-таки мы должны бояться, мы должны переживать, и мы все-таки должны входить в этот масочный режим и носить маски, особенно в общественных местах. Может быть, так только и можно. Лечить бесподобное бесподобным. А как еще заставить людей посмотреть, наконец, друг на друга? Мало их, буревестников, нынче. И вянет, как цветок, решимость наша. Но, к счастью, вянет не во всех. И пусть они в меньшинстве, до поры до времени. Но именно они победители. Ведь победить можно только правдой.
Правда – это тот шторм, который будет. Михаил Любимов, Андрей Ключников и Андрей Мохов. 7 дней.